Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дети! Сегодня у нас урок казахского языка для второго класса. Қазақ тілі екінші сыныпқа арналған. Итак, третий урок, страница номер 8 и страница номер 9. Каждый урок мы с вами берем по 2 страницы. Үшінші сабақ. Менің бөлмем. Третий урок. Тема у нас «Моя комната». Итак, читаем. Сен диалогты сыныптасыңмен оқуды, суретке қарап әңгімелеуді үйренесің. Ты научишься читать диалог вместе с одноклассником и обсудить, описать картину. Жаңа сөздер, новые слова. У нас сегодня 4 новых слова. Сүртемін, сүртемін, вытираю, жуамын, жуамын, мою, стираю. Үстінде, үстінде, над, наверху. Тазалаймын, тазалаймын, чищу. Вот такие слова. Слова очень легкие, обязательно их выучите. Следующее задание у нас тыңдайық. Давайте прослушаем. Итак, для начала давайте мы с вами прослушаем. Үшінші сабақ. Менің бөлмем. Бірінші тапсырма. Тыңда. Сұраққа жауап бер. Мынау менің бөлмем. Бөлмем кең және жарық. Бөлмемде кереует, үстел, орындық, кітап сөресі, айна, кілем бар. Мен бөлмемді таза ұстаймын. Итак, вот мы с вами прослушали, а теперь давайте прочитаем и переведем. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Первое задание. Прослушайте, ответь на вопросы. Мынау менің бөлмем. Бөлмем кең және жарық. Бөлмемде кереует, үстел, орындық, кітап сөресі, айна, кілем бар. Мен бөлмемді таза ұстаймын. Это моя комната. Моя комната просторная и светлая. В моей комнате есть кровать, стол, стул, книжная полка, зеркало и ковер. Я держу свою комнату в чистоте. Сен өз бөлмеңді жинайсың ба? Вот, ребята, у вас спрашивают, вы убираетесь у себя в комнате? Попробуйте ответить. Если да, я мен бөлмемді жинаймын. Мен бөлмемді жинаймын. Біліп ал, запомните. Бұйыру мағынасы. Прямой перевод бұйыру это означает приказывать, то есть значение как приказ, да? А если по-русски сказать, повелительное наклонение. Бөлмені жина. Убери комнату или уберитесь в комнате. Шаңды сүрт. Вытери пыль. Еденді жу. Помой полы. Наверное, вам родители говорят, да? Бөлмені жина, уберитесь в комнате, вытерите пыль, помойте полы. Вот, ребята, на казахском звучит вот так. Бөлмені жина, шаңды сүрт, еденді жу. Следующее. Оқиық. Давайте прочитаем. Екінші тапсырма. Диалогты сыныптасыңмен оқы. Второе задание. Прочитайте диалог со своим одноклассником. Здесь у нас 2 девочки по имени Айнур
и Назгуль. Они вот разговаривают, ну и, конечно, обсуждают про комнату. Сейчас мы с вами прочитаем. Сәлем Назгуль, сәлем Айнур. Сенің бөлмең қандай? Менің бөлмем кең және жарық. Сенің бөлмеңде қандай жиһаздар бар? Менің бөлмемде кереует, үстел, орындық, кітап сөресі, айна бар. Бөлмеңді өзің жинайсың ба? Продолжение у нас на следующей странице. Я аптасына 2 рет тазалаймын. Сау бол Назгүл, сау бол Айнур. А теперь давайте попробуем перевести. Привет, Назгуль. Привет, Айнур. Какая у тебя комната? Моя комната просторная и светлая. Какие мебели есть в твоей комнате? В моей комнате есть кровать, стол, стул, книжная полка и зеркало. Ты убираешься в своей комнате? Да, в неделю 2 раза. Вот, убираюсь. Пока, Назгуль, пока, Айнур. Или до свидания, переводится саубол. Вот такой вот интересный маленький диалог, ребята. Можете выучить эти выражения, ну и, конечно, также поговорить со своим одноклассником на казахском языке. Айтайық, давайте скажем. Үшінші тапсырма. Суретке қара, әңгімелеп бер. Третье задание. Посмотрите на картину, ну и, конечно, расскажите. Здесь у нас идут ключевые слова. Трек, сөздер. Вот. Жу, сөрт, тазала, жина. Эти слова, конечно, мы будем использовать вот таким вот образом. Жинаймын, жуамын, сүртемын, тазалаймын. Да, вот убираюсь, мою, вытираю, ну и, конечно, чищу. Біліп ал. Обязательно запомните. Қандай. Қандай – это вопросительное слово, переводится какой, какое, какая, какие. На казахском языке только одно – қандай. Таза бөлме – чистая комната. То есть какая чистая комната. Вот, как вы видите, здесь у нас мальчик убирается у себя в комнате. И нужно будет рассказать про эту картину. Я тут уже написала. Мен бөлмемде заттарды жинаймын. Еденді жуамын, шаңды жақсылап сүртемін. Бөлмемді аптасына 2 рет тазалаймын. А теперь перевожу. Я у себя в комнате убираю вещи, мою полы, мою пол и вытираю хорошенько пыль. Свою комнату я убираю 2 раза в неделю. Вот таким вот образом, ребята, вы тоже можете написать. Следующее, последнее, жазайық. Давайте напишем. Төртінші тапсырма. Үшінші тапсырмадағы сурет бойынша сұрақтарға жауап жаз. Қазақ тіліне тән дыбыстардың астын сыз. Переводим. Напишите ответы на вопросы по картине из 3-го задания. Вот. Следующее. Подчеркните звуки из казахского языка. Итак, үлгі, образец. Кереуеттің үстінде жастық жатыр. Здесь у нас вот казахские звуки. Н, Қ. Все эти звуки вот подчеркнули, да? То есть буквы и звуки. У нас тут 3 вопроса, и нужно будет ответить на эти вопросы. Итак, читаю первый вопрос. Үстелдің үстінде не бар? Что есть на столе? Так, на столе у нас тут настольная лампа. Как скажем? Үстелдің үстінде үстел шамы бар. На столе стоит, да, настольная лампа. Следующее. Сөреде нелер тұр? Что находится на полке? Вот. Книги. Сөреде кітаптар тұр. То есть на полке есть книги. Еденде не жатыр? Что лежит на полу? Конечно, у нас тут ковер. Как же мы ответим? Еденде кілем жатыр, да? На полу
лежит ковер. Вот такие вот ответы. Конечно, эти ответы я взяла из картины, вот, с третьего задания. Итак, мы с вами прочитали все 4 задания, перевели. Конечно, задания все выполнили, прослушали. Вот, а теперь переходим к рабочей тетради третьего урока. Вот у нас третий урок. Как обычно, 2 задания. Первое упражнение, ну и, конечно, второе упражнение. Читаем. Үшінші сабақ менің бөлмем. Третий урок моя комната. Сурет бойынша 3-4 сөз тіркесін жаз. Напишите словосочетание по картине. Итак, что же мы видим здесь? И давайте напишем пару словосочетаний. Я вижу просторную комнату, синий ковер, чистый воздух, ну и детская комната. Все это сейчас я напишу на казахском языке. Жарық бөлме, светлая комната, көк кілем, синий ковер, таза ауа, чистый воздух, балалар бөлмесі, детская комната. Вот такие слова я написала. Следующее у нас упражнение. Второе упражнение. Сәйкестендіріп белгіле біліп ал. Нам нужно найти пару, вот, скорее даже перевод этих слов, ну и, конечно, запомнить. Берем простой карандаш. Терезе – окно. Кітап сөресі – книжная полка. Орындық – стул. Кереует – кровать. Айна – зеркало. Вот. Ну и последнее. Клем – это у нас ковер. Как же соединить? Вот, ребята. Итак, еще раз. Терезе – окно. Кітап сөресі – книжная полка. Орындық – стул. Кереует – кровать. Айна – зеркало. Клем – ковер. Слова очень легкие, обязательно выучите и запомните. На сегодня все. Вот, мы с вами выполнили 2 упражнения из рабочей тетради казах тілі, да, жұмыс дәптері. Ну и, конечно, по книге. Смотрите нас каждый день, подписывайтесь на наш канал, приглашайте друзей, можете поделиться этим видео. Ну и, конечно, не забудьте ставить лайк. Всем до свидания, барлықтарыңа сау болыңдар балалар, келесі кездескенше.